Недавно появилась информация о том, что известный в Восточном Туркестане проповедник Юсуфджан Самет был арестован и заключен в тюрьму. В дополнение к религиозному образованию Юсуфджан Самет окончил факультет китайской литературы Пекинского университета наций. С одной стороны, Юсуфджан Самет занимался торговлей в Киргизстане, а с другой издавал статьи и очерки в различных журналах, за что и был взят на учет китайским правительством. Во время событий 5 июля 2009 года проповедника взяли под стражу. В 2010 году Юсуфджан Самет вышел на свободу и переселился в город Хотан, где продолжил торговлю. Однако и здесь китайские правоохранители не оставили проповедника в покое, конфисковав его бизнес. В 2014 году отец троих детей Юсуфджан Самет вернулся в город Артуш. Через 3 года его снова задержали и водворили в лагерь перевоспитания. В 2018 году его приговорили к 5 годам лишения свободы. Стало известно, что китайские силы безопасности устанавливали камеры наблюдения в дома уйгуров, которые занимались бизнесом во внутренних регионах Китая. Об этом сообщила радио «Свободная Азия», ссылаясь на публикацию одного из них в социальной сети. Информацию об установке видеонаблюдения в домах уйгуров, которой поделился молодой человек по имени Сапарджан, опубликовал в Твиттере американский академик Джеймс Милвард. Джеймс Милвард заявил, что Коммунистическая партия Китая, которая называет расистами всех, кто использует выражение «китайский вирус», является самой расистской страной, так как угнетает уйгуров, казахов, киргизов, узбеков и других тюрков в Восточном Туркестане. Министр здравоохранения Турции Фахриддин Коджа сообщил, что число случаев COVID-19 за последние 24 часа составило 3992, а количество смертей увеличилось на 76. Общее число жертв достигло 725. Министр отметил, что число инфицированных, которые прошли лечение, составило 1582. Количество тестов достигло 228 868. На сегодняшний день в общей сложности было зафиксировано 34 109 инфицированных. Фахриддин Коджа сделал следующее заявление. «Сначала мы изолировали нашу страну. Теперь же этим правилам должны подчиняться и отдельные города. Мы подготовили цифровую систему для выявления и мониторинга лиц, которые должны быть подвергнуты принудительной изоляции». Среди стран Европы Турция первой приняла беспрецедентные меры безопасности. Если мы добьемся положительного результата в изоляции, это станет большим прорывом в борьбе с эпидемией. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, дала неправильные рекомендации в отношении коронавируса нового типа. На своей официальной странице в Твиттере Трамп обвинил организацию в прокитайской позиции следующими словами. В этот раз Всемирная организация здравоохранения допустила серьезную оплошность. Несмотря на то, что большую часть денег для организации выделяют США, она по-прежнему ориентирована на Китай. Мы непременно разберемся в этом. Указывая на рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно решения США прекратить авиасообщение с Китаем в самом начале эпидемии, Трамп сказал следующее. «К счастью, я не принял советы держать границы открытыми для Китая. Почему организация дала нам эту ошибочную рекомендацию?» Организация Объединенных Наций предупредила, что число людей, которые столкнутся с отсутствием продовольствия в Мали в этом году, может достигнуть 5 миллионов. В заявлении Координационного отдела ООН по гуманитарной помощи указывается, что в настоящее время около 3,5 миллиона малийцев испытывает проблемы с питанием, а 757 тысяч и вовсе находятся за чертой голода. С июня по август к этой цифре может добавиться еще 1 миллион 300 тысяч малийцев. Представители Координационного управления подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом цифры выросли в несколько раз.